нас работа по модернизации и расширению в регионе сети учреждений культуры, которые способствуют повышению качества жизни граждан республики, созданию возможностей для творческой самореализации и духовного обогащения детей и молодежи. В 2017 году нам удалось провести капитальный ремонт в 5 домах культуры и построить новых 8. В 2018 году планируется строительство еще 8 домов культуры. Но строить или создавать инфраструктуру одно, а научить грамотно использовать эту инфраструктуру по назначению, это совершенно другое. Поэтому здесь просил бы и правительство, и парламент в целом, и Министерство культуры максимально уделить этому направлению внимание. Хорошо себя зарекомендовал Центр культурного развития Магаси. И по нашей просьбе Министерство культуры России идет навстречу. И каждый год нам будет выделяться средства для строительства еще 4 таких центров в наших крупных городах. Это и в Малгобеке, в Сунже, в Карабулаке и в Назране. Здесь и главам муниципальных образований, и тем, кто контролирует, надо максимально оказать содействие, помощь в подборе места, чтобы место было доступно для граждан, чтобы оно было где-то в том радиусе, где наибольшее количество сконцентрации людей, чтобы это место отвечало современным требованиям. Ну и в ходе строительства, в том числе, участвовать в контроле и наблюдении за этими проектами. Это важная тема. Еще одной из тем, которая является, и мы тоже получаем поддержку в этом плане, принципиальная поддержка или согласие уже есть, это строительство современного музейного комплекса «Россия. Моя история». Это огромный проект, мы его будем строить в районе мемориала памяти и славы. Там же мы планируем создать парк «Патриот». Принципиальное согласие Министерства обороны о выделении более 60 единиц боевой техники уже есть. Поэтому это колоссальная работа, огромный труд. А мы с вами, начиная от начала, завершая, там к концу 2019 года, должны этот проект завершить. Проект «Россия. Моя история» – это контент и федеральный, очень мощный, хороший, и местный. Над этим надо работать и научному сообществу, поработать здесь, и всему обществу нашему, так, чтобы этот проект был самым посещаемым, особенно для нашего подрастающего поколения. Это как раз тот проект, который позволяет людям, молодежи особенно, понимать историю нашего народа, в том числе, нашу неразрывную связь в целом со страной во все времена и укрепление этой связи на будущее поколение. Поэтому на этому проекту мы должны уделить особое внимание. Здесь я просил бы всех подключиться к реализации этого проекта. Значительную роль в образовании, воспитании, духовно-нравственном становлении личность играет приобщение народа к творчеству, к литературе. Литература должна быть местом межкультурного и межконфессионального общения. Многие писатели сегодня пишут то, что приходит в голову, совершенно не опираясь на то, к чему завтра эта книга может привести. Совершенно не учитывая в том числе элементарные вопросы, связанные и с законом. Совершенно не понимая в этих своих писаниях определенных экстремистских или других взглядов. Поэтому я еще раз прошу здесь особое внимание обратить здесь и правительственной комиссии, и коллегии, и, конечно, Союза писателей республики, ну и, конечно, органов правопорядка, лицей Совета безопасности и Министерства внутренних дел. Почему? Потому что, когда писатели выходят за рамки закона, конечно, в своем большинстве они выходят за рамки закона не по умыслу, а по недопониманию некоторых вещей. Мы здесь должны, конечно, максимально сделать так, чтобы все, что пишется, было на благо. Все, что пишется, было для воспитания, а не для разжигания межнациональной, межконфессиональной или другой розни. На это обратил бы особое внимание. Правительству республики необходимо наладить работу по взаимодействию с нашими земляками, проживающими за рубежом, добившимися там значимых успехов в своей деятельности. А таких людей творческих, в том числе, очень много за пределами. Мы пока не видим ярко выраженного и поощрения сегмента такого, чтобы стимулирование этих людей. Поэтому здесь надо на это обратить особое внимание. Их опыт и профессиональные достижения, в том числе, могут быть хорошим примером, воспитательным процессом и представлением там
за пределами республики. И в Европе, и в Казахстане, и в Кыргызстане, и в других регионах, в том числе Российской Федерации. На это тоже обратил бы особое внимание. В своем прошлогоднем послании я отметил необходимость проведения мероприятий по сохранению и популяризации нашего языка. И мне приятно, что на этот отзыв и послание откликнулись все без исключения. И государственные службы, общественные организации, и даже детские дошкольные учреждения. Но еще раз повторяю, это не должно быть перебором в различных направлениях. Все должно быть настолько корректно, уважительно, при этом пониманием того, что является государственным языком, что является национальным языком и как должна интегрироваться наша молодежь. Я вижу в этом деле, в этом направлении у нас переборов особых нет, но тем не менее надо делать все, чтобы наш язык сохранить. На это тоже обращал бы внимание. Для каждого народа язык – это часть его культуры, позволяющая сохранить этнос. И скажу так, что во все времена, и в царское время, и в советское время, и в нынешней современной России, всегда государство уделяло особое внимание сохранению этноса, сохранению языков народов, каков бы малый народ ни был. В том числе и не только стимулирование, но и в доктринальном плане давались поручения по созданию своих учебников, и создавались целые институты для того, чтобы, или целым институтам оказывал помощь для того, чтобы какой-то язык, вымирающий, так называемый, его возродить и сохранить, и обучить людей. Поэтому мы должны это помнить, знать и максимально поддерживать свой язык.